Сейчас, накануне 15-летия признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации, много вопросов возникает, много публикаций на эту тему и интервью. И на днях намечается в Москве встреча нашего президента Аслана Георгиевича Бжани с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который в 2008 году, 26 августа, совершил такой политический подвиг, признав независимость Абхазии. Это было, как он сам говорил впоследствии в своем интервью, самое сложное решение в его жизни. На самом деле это был вызов всему западному миру. В своем заявлении о признании независимости Абхазии Дмитрий Анатольевич как раз ссылался и на волеизъявление народа Абхазии и Южной Осетии. Вот. И сейчас вот в своем заявлении, в своем интервью, о котором сейчас мы говорим, там тоже говорится о том, что Россия сейчас готова выполнять свои обязательства, и признание независимости Абхазии дало ведь нам надежды на нашу безопасность. И вот в момент этого признания были подписаны 200 договоров между нашими странами, которые дают нам гарантии нашей безопасности. Если до 2008 года главные угрозы в обществе оценивались как возможность вторжения грузинских войск, это было главное, первое опасение в нашем обществе. И сколько людей гибло от рук диверсантов и террористов в Гальском районе, особенно мы хорошо это помним. Террористические акты совершались и на другой территории Абхазии, вплоть до Пицунды, бывали такие случаи. То после признания и тех договоров, которые между нами существуют, вот прекратилось все это, и опасения общества о начале новой войны с Грузией отступили далеко на задний план. Что касается этого заявления, там больше всего людей беспокоит момент, где говорится о том, что в абхазском и осетинском обществе существуют большие надежды на то, что Абхазия может стать частью Российской Федерации. Ну, в этом есть истина определенная, ведь мы знаем, что народ Южной Осетии уже неоднократно ставил вопрос о вхождении в Российскую Федерацию. Это логический путь его политического развития. Мы уверены, что когда-нибудь это произойдет, воссоединение Северной Осетии и Южной Осетии, осетинского народа единого. Что касается Абхазии, здесь разные пути. У нас и законодательство, и Конституция наша не позволяет вообще обсуждать даже этот вопрос, и нет таких политических сил, которые это обсуждают. Да, мы готовы выстраивать с Россией, с Южной Осетией какие-то более тесные формы взаимоотношений. Мы в течение всех этих лет, как я уже сказал, идем по пути вот такой гармонизации нашего законодательства и более тесных отношений, но при этом никакого разговора об утрате нашего суверенитета, независимости быть не может, конечно. Надо особенно отметить, что в своем заявлении, как раз в конце его, Дмитрий Анатольевич сказал о том, что это возможно, если возникнут соответствующие обстоятельства. Но у нас таких обстоятельств не возникло, а в Южной Осетии такие обстоятельства возникли и еще могут возникнуть. Ничего неправильно в этих словах, которые были высказаны Дмитрием Анатольевичем, я не вижу, и никаких опасений в связи с этим мы не ощущаем.